Пока малыша отвлекает мама, медсестра уже приготовила шприц. Минута, и вот 6-месячный Сайфулла привит. Его организм защищен от опасных инфекций, таких как коклюш, дифтерия, столбняк и полиомиелит. Своих детей Роза Бузуртанова вакцинирует согласно календарю прививок с первых месяцев рождения. Мифам о вреде прививок никогда не верила, а если и сомневалась, то в первую очередь советовалась с врачами. Третье, пока сабр дей Аллах тижет, потому что там 40 температур эйнер, второй ячкана хитазы, 40 температур элой и шать анарс. Цат бахандолш ходок наверное. Со заяц прививки. Цуня асайбир что сайцар чахсани дагаяна и ячба аярваяна. Штаит жакохи прививка шанс. Всего в селении Сагапши вакцинопрофилактике подлежат около 3380 детей. С начала ноября в местной амбулатории привито более 200. Активность родителей связана со вспышкой инфекционных заболеваний, зарегистрированных в регионе в начале ноября, отмечают врачи. К Маре Махлоевой, как педиатру, вопросов от родителей поступает немало. А как хранится вакцина? А из чего сделана эта вакцина? Откуда ее привозят, как ее привозят, почему раньше не было этих заболеваний, а сейчас прям вспышки у нас пошли. Показать наш прививочный кабинет, потому что очень много у мамаш вопросы с хранением вакцины. Показываем, объясняем. И после нашего разговора мамаши соглашаются, вакцинируются и счастливые уходят домой. На сегодняшний день в регионе активно ведется иммунизация населения против полиомиелита. С начала ноября провакцинировано более 9000 детей. Обезопасить сына и дочь от опасной болезни решила и Мадина Медова. Так как пошла эта волна, решили перестраховаться на всякий случай. А до этого вы делали прививки детям? Делали все прививки с рождения, согласно графику. А была мысль, скажем так, их не делать, отказаться, или то, что они вред приносят? Нет, у меня не было. Полиомиелит поражает в основном ребенка в возрасте до 5 лет, но подхватить заболевание могут и взрослые. В тяжелой форме он приводит к инвалидизации ребенка. Тошнота, рвота, высокая температура. Симптомы полиомиелита можно спутать и с другими инфекциями. Симптоматика разнообразная при полиомиелите. Она может протекать под маской кишечной инфекции, может протекать под маской острого респираторного заболевания. То есть на начальном этапе очень тяжело говорить, что это точно полиомиелит. Инкубационный период в среднем 9-12 дней, но в основном от 5 до 35 дней. Ответственно к своему здоровью относятся и взрослые. Активно здесь вакцинируются от ковида. Прививочный пункт в селе открыли в июле прошлого года. За это время вакцинацию прошли около 3700 человек, на ревакцинацию более 6300. Я пришла на ревакцинацию. В прошлом году я переболела, поэтому не хотелось еще раз заболеть. Делала полгода назад вакцину от ковида. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вакцинация ежегодно предотвращает от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных и ряда онкологических заболеваний. Со временем появляются более новые улучшенные вакцины. К примеру, одним уколом пентаксима прививают сразу от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. Более того, в организм привитого попадает инактивированная вакцина, не содержащая живых возбудителей вируса. После того, как мы ее сделали, ребенка можно спокойно отпустить в садик, в школу. То есть он может находиться в контакте с другими детьми, его не нужно разобщать ни с кем. Другое дело, конечно, с живой вакциной. Если мы прививаем живой, конечно, там нужно уже разобщать на 60 дней. Но на сегодняшний день мы живую вакцину не делаем. Подворовые обходы, профилактические беседы в школах и в различных учреждениях. Сотрудники амбулатории Сагапши проводят просветительскую работу среди населения. Самый частый вопрос от жителей, кроме возможности заболеть от прививки, условия ее хранения. С этим проблем не было и нет, отмечает заведующая. Вакцины хранятся в холодильных камерах при нужной температуре, плюс 2 градуса. При отключении света в амбулатории работает генератор и запасены холодовые элементы. Вот подписана вода, она замороженная. Они у нас хранятся в морозильнике. И если вдруг такая ситуация возникает с отключением электроснабжения, если у нас имеется, я как сказала, генератор, но если по каким-то причинам мы не можем включить генератор, мы обкладываем вакцину холодовыми элементами. И насколько хватает?
на 6 часов. Столбняк, к примеру, вызывает мышечное напряжение и судороги. Часто заболевание приводит к летальному исходу. Гепатит Б поражает печень. Инфекция может перейти в хроническую форму с высоким риском летального исхода от цирроза или рака печени. Таковы последствия некоторых заболеваний без выработки должного иммунитета. А массовый отказ от прививок может спровоцировать возникновение эпидемий тех болезней, которые все уже давно позабыли. Поэтому врачи советуют серьезно задуматься над вопросом, правильно ли отказываться от плановой вакцинопрофилактики.